Видите, сегодня приходят божественные указания, которые требуют внимания. Это воззвание Всевышнего, адресованное непосредственно вашему дому. Не отвергайте это требует срочного рассмотрения. Послание сурово, Бог намерен закрыть главу в вашей семейной сфере, удивив вас. Это мощное послание, требующее глубокого понимания. Для верующих понимание контекста этого увещевания имеет первостепенное значение. Хотя Бог щедр и сострадателен, Его суверенитет распространяется на содействие преобразованию и испытаниям в нашей жизни. Когда Он объявляет о закрытии, это означает конец определенного аспекта пути вашей семьи. Это могут быть отношения, обстоятельства или укоренившееся мышление, которые препятствуют развитию семьи. Это призыв к действию, возможность метаморфозы. Если вы столкнулись с этим предупреждением, вы можете забеспокоиться. Изменения огромны, и тайна неизведанного может быть ошеломляющей. Однако Бог организует события для нашего высшего блага. Иногда вам придется отказаться от некоторых элементов в пользу лучших вариантов. Это не наказание, вместо этого Он скрывает добро внутри. Несмотря на то, что поначалу это трудно, Бог всегда находит пути для нашего роста и успеха. Какой путь следует выбрать, столкнувшись с этим предупреждением? Сначала откройте двери своего сердца и разума, чтобы принять его. Доверьтесь божественному руководству и верьте, что Он проведет вас до конца. Затем примите изменения. Освободите оковы нежелания или страха, которые мешают прогрессу. Это может включать разрыв токсичных отношений, отказ от вредных привычек или отказ от пессимистического мышления. Такие шаги необходимы для развития семьи. Молитва становится чрезвычайно важной. Бог слышит наши молитвы, поэтому общайтесь с Ним. Попросите направления, силы духа и мужества, чтобы встретить грядущие перемены. Будьте уверены, что Бог дает помощь и руководство в трудные времена. Укрепите свою веру искренней молитвой. Наконец, будьте готовы действовать. Божественные предупреждения не посылаются произвольно, они говорят об извинениях. Это наше право слушать и отвечать. Обращайтесь за советом, вносите необходимые изменения и просите помощи у близких. Доверьтесь Божьему плану и верьте, что Он проведет вас до конца. Подводя итог, можно сказать, что наставления Бога вашему дому заслуживают серьезного внимания. Он готовится выполнить некоторые задания, требующие осторожных действий. Изгоните страх, доверьтесь Божьему провидению и оставайтесь открытыми для Его заботы и поддержки. Стойте твердо, имейте веру и приветствуйте Его благословение. Если вы верите, покажите аминь. Сегодня мы славим Тебя, Небесный Отец, за Твое вездесущее в нашей жизни. Научи нас заповедям Твоим, правдой Твоей наставь нас и накорми нас, ибо Ты наше спасение. Помогите тем, кто попал в беду, признать вашу невидимую работу. Укрепите их веру и вселите оптимизм в их дух. Позвольте Святому Духу вести их. Аминь. Помните, что Святой Дух дает вам силу вести трансцендентное существование. Встряхните угли своей веры и станьте свидетелем божественных чудес. Доверься Ему. Введите 333, если вы доверяете Богу.
Для тех, кто охвачен отчаянием или разочарованием, найдите утешение. Иисус смотрит на вас и сочувствует вам. Призовите Его помочь вам в вашем бедствии и встретить Его благодать. Выразите благодарность за все благословения. Введите «Спасибо, Иисус». Несмотря на замешательство, не сдавайтесь. Поверьте, что этот момент не является конечной точкой. Бог ценит вас, слышит ваши молитвы и поддерживает вас. Он никогда не оставит тебя. Будьте уверены, что вас не бросят, ваша вера в Бога остается непоколебимой, даже когда Его присутствие кажется неуловимым. Иисус стоит как маяк надежности. Если вы примете этот призыв, Он дарует вам божественные благословения. Эта древняя молитва, берущая свое начало с библейских времен, служит путеводителем к процветанию и изобилию в вашей жизни. Если вы духовно настроенная душа, желающая улучшить свое существование и существование мира вокруг вас, то это послание имеет первостепенное значение. Столкнувшись с этой божественной молитвой, вы окончательно освободитесь от оков нищеты и возродите свое общение с космическими силами. Это полномочие позволяет вам требовать, материализовать и получать множество благословений. Когда ты пройдешь через воды, я буду с тобой, и когда ты пройдешь через реки, они не потопят тебя. Сегодня Господь хочет напомнить вам, что вы не находитесь в ловушке застоя. Доверьтесь Его советам и оставьте надежду на простое человеческое понимание. Ничто не должно препятствовать вашему входу в сферы, предназначенные Богом. Он провозгласил эту истину уже давно. Он не сказал: «Если у тебя возникнут проблемы, я буду с тобой». Нет, Он заявил: «Когда ты закончишь, я буду с тобой». Хотя сейчас кажется, что Его рука скрыта, будьте уверены, что Он ведет ваш путь. Получите благословение и силу Духа. Существует разрыв между знанием Слова Божьего и непоколебимой верой в Него. Мы исповедуем, что кровь Иисуса искупает наши грехи, но многие ли из нас действительно осознают эту истину во времена беспорядков? Это битва, которая выходит за рамки одного аргумента. Вы должны ходить в духе и надеть все свое боевое снаряжение. Чтение Слова Божьего не должно быть поверхностным занятием, вычеркнутым из списка как рутинная работа. Это символизирует отношения с Иисусом. Крайне важно углубляться в Священное Писание, а оно становится незаменимым аспектом вашего повседневного существования, даже если вы не чувствуете в нем непосредственной необходимости. Итак, отложите это в свое духовное хранилище и продолжайте свой путь веры. Укрепившись таким образом, когда тревога, отчаяние или дезориентация одолевают вас, вы можете восстановить их, использовать их, жить ими, жить ради них, упорно преодолевать их даже в самые мрачные дни. Слово Божие дает мудрость и стойкость во времена скорби. По непреклонной любви Его к вам, Иисус проложит путь вперед. Оно никогда не покидает тебя. Подтвердите свою веру словом «Аминь». Подлинная любовь к другим – это не просто фасад, это искренняя привязанность. Цените хорошее, выражайте искреннюю привязанность и уважайте друг друга. Никогда не ослабляйте своего рвения, служите Господу горячо. Радуйтесь непоколебимой надежде, упорствуйте в невзгодах и упорствуйте в молитве. Будьте готовы помочь единоверцам в трудную минуту, практикуйте гостеприимство с радостью. Благословляйте тех, кто обидел вас,
воздержитесь от проклинания их. Молитесь за их благо. Радуйтесь с радостным, скорбите с грустным. Стремитесь к гармонии во всех отношениях. Никогда не пренебрегайте обществом обычных людей и не претендуйте на всеведение. Отвечайте добром на зло, подавая пример перед всеми. Приложите искренние усилия, чтобы примириться со всеми. Подтвердите свою готовность, сказав «да». Позвольте мне ободрить всех, кто борется с невзгодами. Испытания, которые вы переносите сейчас, однажды укрепят вас. Подобно деревьям, которые выдерживают палящее солнце и бури, они со временем укрепляют свои корни. Поскольку эти корни углубляют свою власть, даже самые сильные бури не могут помешать им принести плоды. Мужаться – этот момент требует сил и мужества. С какими бы испытаниями вы ни столкнулись, они не победят вас. Бог стоит рядом с вами и обещает быть вашим прибежищем, защитником и защитником безопасности. Поднимите свое знание Бога над страхами, созданными вашими обстоятельствами. Пусть ваши корни проникнут глубоко в Его божественную сущность. Вы должны упорствовать. Даже в самую темную ночь Бог может принести надежду в вашу жизнь. Он вытащит тебя из бездны и приведет к своему сияющему свету. Доверься Ему. Можем ли мы адекватно выразить нашу благодарность Богу за радость, которую Он дарит нам через ваше присутствие? День и ночь мы искренне молимся о возможности воссоединиться с вами и восполнить недостатки вашей веры. Подтвердите себе эту истину громким «да». Дорогие братья, сегодня я обращаюсь к вам с торжественным посланием. Всемогущий постановил положить конец испытаниям и невзгодам, которые слишком долго преследовали ваш народ. Однако не заблуждайтесь, это провозглашение не вызывает радости, потому что вы плохо подготовлены к грядущим потрясениям. Пришло время Господу завершить свою работу и положить конец страданиям и мучениям, терзающим вашу семью. Однако такое развитие событий не станет предвестником затишья, это принесет расплату, окончательный приговор тем, кто обидел вас, и испытание веры стойким. Пожалуйста, отнеситесь к этому предупреждению серьезно. Вы и ваша семья были выбраны для цели, которая, возможно, пока ускользает от вашего понимания. Но поймите следующее: вы были избраны, чтобы свидетельствовать о Его силе и величии, верить в свою судьбу Его цели и твердо верить в Его любовь к вам. Читая эти слова, настройтесь на то, что вас ждет впереди. Ибо козни Господни непостижимы, и пути Его нелегки для понимания. Но поверьте Ему, Он видит, что лучше для вас и вашей семьи. Подтвердите эту истину громким «да». Всего за минуту финансовые проблемы могут превратиться в магнитное притяжение богатства. Что ускоряет такую сейсмическую трансформацию в жизни людей? Это активация кода генетического богатства. Выпущенный на волю, он безвозвратно меняет существование. Сегодня у вас есть возможность разблокировать код вашего генетического богатства. Воспользуйтесь этой возможностью, пока доступен этот портал. Перейдите по ссылке в комментариях, чтобы разблокировать свой код генетического богатства. Возможно, вам пришлось пережить большие трудности и испытания, испытавшие ваш характер и веру. И все же я уверяю вас, что то, что предстоит, затмит все предыдущие испытания.
Господь подвергнет вас и ваших близких испытаниям, которые могут показаться непреодолимыми. Но утешайтесь тем, что Он не будет заставлять вас выходить за рамки ваших возможностей. Я здесь, чтобы помочь вам решить проблемы, с которыми вы столкнулись. В данный момент я не желаю оказывать вам никакой дальнейшей помощи. Даже в контексте юмористической шутки нельзя сказать ни о себе, ни о нас ничего негативного. Перестаньте говорить негативно о себе и обо всех нас. Бог может помочь вам найти тихое место для размышлений. Если мой совет верен, следуй моему примеру всю оставшуюся жизнь, и я покажу тебе цель, ради которой я создал тебя. Ты прекрасное и устрашающее существо одновременно. Есть причина, по которой я создал тебя, и я искренне надеюсь, что однажды ты это поймешь. Для начала нужно сначала быть в согласии с самим собой. И если вы спросите меня или поверите в меня, я смогу сделать гораздо больше, чем вы можете себе представить, потому что я Бог. Вы не можете представить или попросить большего, чем я, Бог, могу сделать в любой момент. Убедитесь, что у вас есть компания. Вам не обязательно решать проблемы в одиночку. Пожалуйста, скажите мне о своем желании, и я сделаю все возможное, чтобы оно сбылось. Однако вам придется преодолеть свои личные препятствия. Бог не одиночное божество, Он постоянно присутствует в нашей жизни. Как Бог, я нахожусь в постоянном контакте с вами через письменное слово и Святого Духа. Несмотря на все, что происходит вокруг меня, я единственный, кто постоянно пребывает в глубине ночи. Я сияю, как нежное желание, когда оно приходит в мир. Теперь я незаменим, но моя значимость уменьшилась. Тишина имеет первостепенное значение. Не принимайте близко к сердцу. В этом видео показано, что я ответил на ваши молитвы, осыпая вас дарами и чудесами, чтобы вы могли значительно повлиять на ход своей жизни. Из этого видео видно, что Бог принял ваши молитвы. Вы можете получить мое исцеление и восстановление вместе с моими дарами. Я очень рад за вас, потому что я рассчитываю на вашу помощь. Я найду способ, даже если это кажется невозможным. Господь Иисус говорит в Библии: «Я был бы счастлив, если бы вы присоединились ко мне в молитве». В ближайшие 2 недели вам может повести в любви, деньгах и здоровье. Все, через что вам пришлось пройти до сих пор, меркнет по сравнению со счастьем, которое все еще находится на горизонте. Что бы Бог ни сказал, я скажу вам на основе информации, которую получил сегодня утром. Вы можете стать свидетелем чуда от Бога, которое начнется сегодня утром и устранит все беспокойства и боль, которые причинило вам ваше нынешнее финансовое положение. Вы живете в новую эпоху, и Бог только что дал вам знать, что все начнет становиться на свои места согласно вашим планам. С вами произойдет много чудесных вещей, и вы обнаружите, что жизнь в целом станет лучше. Наступил новый век, и означает это откровение. В ближайшие 12 часов вы получите невероятную, на первый взгляд случайную, огромную сумму денег от каких-то людей или агентств. Я могу вернуть тебе все, что ты когда-либо терял, и, возможно, ты даже снова рассмеешься. Пусть указ Божий поможет вам полюбить и принять себя такими, какие вы есть на самом деле, когда вы готовитесь к своим важным дням.
Бог говорит, что вас будет ждать много чудес, благословений, восстановления, спасения и помощи. Всегда будьте готовы. В хорошие дни на пути вас ждут ответы, чудеса, исцеление и помощь. Господь, я так благодарен за все, что Ты сделал и делаешь для меня. Боже, я так Тебя уважаю. Я прошу Тебя, Господь, чтобы я никогда не действовал из-за собственного самодовольства, но чтобы я мог полностью подчиняться Твоей воле во всех ситуациях. Если Вы хотите, чтобы я прожил счастливую, мирную жизнь, пожалуйста, скажите мне, как правильно, в нужное время, правильными словами разговаривать с людьми. Это ценно. Как мило с Твоей стороны. Оставайся сильным. Время, которое я выбираю, всегда самое лучшее, что бы вы ни думали. Это намного выше, чем я ожидал. Меня терзало болезненное подозрение. Вы останетесь довольны. Я ищу покоя, когда мы станем ближе, и ты будешь проводить со мной больше времени. Я хотел бы предложить вам взять Библию, открыть ее на первой странице и сразу же начать ее изучать. Присоединяйтесь к нам, чтобы получать больше посланий от Бога, подписавшись и появившись. Мы ценим, что вы нашли время для просмотра. Аминь. Бог хочет, чтобы вы знали, что вы много работали, чтобы обеспечить свою семью, и что вы счастливы и удовлетворены. Но кто-то из близких хочет все испортить, доставив вам проблемы. Этот человек хочет отомстить за все, что вы для него сделали. Их целью в большинстве случаев было причинение боли и страданий. Поэтому они искали способы серьезно навредить тебе. Это всегда заставляет людей чувствовать себя плохо. Они наблюдают, как они веселятся со своими близкими. Их зависть возникает из-за того, что они наблюдают за тем, как вы хорошо проводите время со своими близкими. Было бы разумно подготовиться к тому, чтобы максимально использовать эту возможность. Я изменю вашу физическую форму и счастье, наполняя вас всеми богатствами, которые сказал Бог. Если вы сохраните свою позицию, благодаря вниманию и благодарности ваши деньги начнут обмениваться на дорогие вещи. Небесный Отец, если ты хочешь получить чудеса, ты должен посмотреть это видео до конца. Ты чудесный Бог, и за это я благодарю Тебя. Только потому, что вы Бог, у вас есть сила совершать великие дела. В любом случае, ты мне нравишься таким, какой ты есть. Пожалуйста, так, чтобы это приносило вам радость, уберите из моей жизни этот ужасный предмет, который блокирует любую возможность чудес. Обратите на меня внимание немедленно. Не бойся, ведь я с тобой. Мой Бог, который является вашим Богом, должен положить конец вашим страхам. Возможно, вообще не о чем беспокоиться. Поставьте лайк и поделитесь этим видео, чтобы выразить свою поддержку, если вы верите в Бога. Что бы ни преподнесла нам жизнь, мы знаем, что молитва друг за друга всегда обогатит наш опыт и придаст нам сил. Будь то физическая, душевная или эмоциональная агония, мы с нетерпением ждем ее окончания. Помолитесь о проблеме, с которой мы столкнулись. Истинная молитва обычно занимает первое место в нашем списке приоритетов заботы о себе. Избрание под руководством Бога имеет несколько преимуществ, одно из которых заключается в том, что оно проясняет вещи и рассматривает их в перспективе. Вы были избраны, чтобы сделать что-то важное, что позволит вам помочь многим другим.
Благодаря руке небес, направляющей нашу жизнь, после выполнения этой задачи все улучшится. Из-за этого желания, когда кто-то возлагает на вас такую тяжелую ответственность, как будто раскрывается божественный план. На вас лежит великое бремя, но и великая честь, ибо это вещи первостепенной важности. Благодаря вашим решениям у вас есть уникальная возможность улучшить арену. Это возможность, которую нельзя упустить. Помните, что когда что-то идет не так, все, что вам нужно сделать, это указать пальцем на внешний мир. Ни при каких обстоятельствах мы не должны поддаваться этому искушению. Должны ли мы попасть в эту ловушку, если действительно хотим передать сострадание и любовь? С учетом сказанного, вам лучше противостоять искушению и решить проблему. Один из подходов к достижению этой цели – сосредоточиться на текущей проблеме. Выражение благодарности Богу всего за $100 может стать мощным способом показать свою любовь и благодарность. Я прошу вас подождать некоторое время, прежде чем что-либо делать. Избегайте страданий, если не хотите чувствовать себя в ловушке и безнадежности. Не менее важен и тот факт, что отказ от решения сейчас приведет к сокрушительному осознанию того, что все потеряно. Даже когда дела обстоят ужасно и судьба не совсем черно-белая, учитывая текущую ситуацию, крайне важно оставаться верным своим несветским убеждениям и доверять высшим силам. Прекрасная жизнь и развитие крепких отношений с Богом должны повлиять на вас. Вера в Бога и Его способности могут все. Все, что происходит в нашей жизни, имеет цель, и когда мы соединены с Богом, мы можем найти радость и удовлетворение, независимо от того, что нас ждет в будущем. И если мы уделяем этому достаточно внимания, независимо от того, насколько хороша или плоха цена, каждое событие имеет ценность и важно само по себе. В любом случае, это применимо здесь и сейчас. Возможно, мы сможем найти где-нибудь утешение. Вы получаете руководство, и руководство от небесного существа, известного как Бог, через Слово, которое, как Он хочет, чтобы мы оценили. Невозможно преуменьшать или принижать смысл передаваемых слов. Помощь и желание здесь, чтобы поднять вам настроение и побудить вас прожить лучшую жизнь. Вы достигнете фантастического поворотного момента в своей жизни, следовательно, это имеет решающее значение. Чтобы реализовать давно запланированное достижение, потребовалось много упорного труда, настойчивости и самоотверженности. Во времена неприятностей и неопределенности важно сохранять спокойствие и преодолевать любые препятствия, которые могут встретиться на вашем пути. Вам также необходимо не забывать сохранять самообладание. Вера в себя и наличие большего количества сил могут помочь вам, когда вы переживаете трудные времена. Молитва о потешении и руководстве также может помочь вам преодолеть трудности, с которыми вы сталкиваетесь. Я очень верю в ваши таланты и знаю, что вы сможете выполнить поставленную перед собой задачу. Если ты продолжаешь идти в том же темпе и не сдаешься, если ты веришь в силу финишной черты и думаешь, что она защитит тебя, а она двинется. Возможно, поначалу вам удастся преодолеть это, но затем вы почувствуете себя обязанным выразить свою поддержку и согласие, сказав «Аминь». Этот небольшой, но мощный период принес пользу бесчисленным историческим событиям. Сегодня я умоляю тебя, береги мои мысли и храни их в своих небесных владениях.
Причина, по которой я советую вам попробовать, заключается в том, что я знаю, что вы можете это сделать. Не могли бы вы рассмотреть мою просьбу и посмотреть, сможете ли вы выполнить ее как можно скромнее? Зная вас так хорошо, я прошу вас следить за моими мыслями и сохранять их спокойствие и сосредоточенность на удовлетворении ваших потребностей. Хотя я знаю, что противник намерен обмануть и обмануть меня, я все же прошу вас сделать это. Я могу жить с тем, что ты можешь защитить меня от опасности. Чтобы изучить устоявшиеся привычки и образ мышления, вам нужно сделать шаг назад. Ваша уравновешенность и мудрость – качества, которые я часто ценю. Вместо того, чтобы думать о негативе, мы должны стараться думать о позитиве и служить другим, а не себе. Во всех этих ситуациях мы можем развивать более плодотворное и эффективное мышление, если выберем чистоту, а не загрязнение, и любовь, а не ненависть. Хотите верьте, хотите нет, но плавание не всегда легко, но если мы постараемся, мы сможем научиться ценить жизненные блага и принимать решения, отражающие наши убеждения. Даже если это не всегда легко, наше сознание может измениться, если мы потратим время и усилия. Мы должны стремиться начинать каждый день с позитива, любви и добрых пожеланий. Это должно быть одной из наших целей. Я борюсь, когда понимаю, как легко я сбиваюсь с пути, по которому должен идти. Однако я пишу вам в надежде, что вы поможете мне не сбиться с пути и не сбиться с пути в рамках первой области, когда это возможно. У меня с этим трудности, но разница между достижением моих целей и неудачей должна стать ясной, как только я прислушаюсь к вашему совету и пройду курс. Мы очень ценим вашу помощь и очень ценим вашу постоянную поддержку и помощь. Всякий раз, когда я размышляю о своем путешествии, меня переполняет благодарность и трепет перед божественным присутствием, которое сопровождало меня на каждом этапе пути. Когда я думаю о том, как далеко я продвинулся, мне кажется, что я проделал долгий путь в своем приключении. Я могу сказать это с абсолютной уверенностью, потому что благодаря постоянной поддержке и руководству я смог достичь всех своих целей. На самом деле, я искренне верю, что без постоянного присутствия Бога в моей жизни я бы не зашел так далеко. Каждый раз, когда я думаю о том, насколько велико и чудесно это прозрение, я смиряюсь. Сцена захватывает дух и раскрывает грозное величие Бога. Кстати, единственный, кому я могу полностью доверять и на кого положиться, это Ты, всемогущий Бог. Мое будущее и моя надежда вращаются вокруг Тебя. Вы успешно заслужили мое бессмертное доверие и полное одобрение. Ты необходим для моего существования, снабжая меня безграничной энергией и поддерживая мою душу. Я ценю, что Ты можешь это сделать. Я верю, что Ты поведешь меня по лучшему пути и что Ты сможешь осуществить все мои мечты и амбиции. Каждое из этих утверждений звучит правдоподобно в моем сердце и душе. Ты единственный человек, который может по-настоящему удовлетворить все мои желания и требования. Ты нарисовал картину моей жизни, и теперь она стала полной благодаря Тебе. Вы были моей опорой и замечательным родителем, и мне хотелось воспользоваться моментом, чтобы выразить глубочайшую благодарность за все, что вы сделали. Твое присутствие в моей жизни словно дар Божий, необходимый для успеха всех моих начинаний.
Есть о чем подумать, и я хотел пойти на небольшой риск, чтобы выразить искреннюю благодарность за то, что вы являетесь моей стеной и замечательным родителем. Ты был моей опорой и замечательным опекуном, поэтому я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить тебя от всего сердца. Вы один из этих замечательных хранителей, и мне хотелось бы поблагодарить вас за то, что вы являетесь моим источником энергии. Я не могу адекватно выразить свою благодарность за все, что вы для меня сделали. Если бы он не был частью моей жизни, я бы не был там, где нахожусь сегодня. Ты был невероятным подарком, и сумма всего, что ты для меня сделал, делает твое существование подарком. Ты помог мне пережить многие трудные времена, и я не могу не быть благодарным тебе даже сейчас, когда дела идут трудно. Поскольку вы были первым, кому я обратился за советом, я, естественно, обращусь к вам за необходимой мне эмоциональной поддержкой. Веря, что вы меня не разочаруете, я намерен добиться этого. Господь, я молюсь, чтобы Ты наполнил меня бессмертной силой и решимостью преодолеть любое препятствие, встающее на моем пути. Благодаря небесному водительству, которое вы оказываете, я уверен в своей способности уверенно выполнить любую задачу. Более того, я пойму, что выйду из этого с большей силой и стойкостью, чем когда начал. Я очень ценю ваше руководство, и ваше постоянное руководство и поддержка вселили в меня полную веру. Ваше присутствие в моей жизни приносит мне бесконечную благодарность, и я не смог бы функционировать без вас. Вы можете полностью доверять мне, если находитесь в гармонии с Богом и верите, что я буду вдохновлять и ободрять вас, проведу вас в трудные времена и помогу вам достичь ваших целей. Я могу позаботиться обо всем от вашего имени. Если вам нужен кто-то, кто благословит вас и позаботится о ваших проблемах, я рад предоставить это. Эту функцию я могу выполнить сам и готов немедленно вам помочь. Поскольку я готов взять на себя эту ответственность, я смогу предоставить вам множество преимуществ. Я могу быть рядом с вами в любое время, готов помочь и сказать вам слова поддержки. Несмотря на мою неспособность отказаться от тебя, я верю в твою способность добиться успеха. Когда день закончится, мы сможем преодолеть любые возникающие препятствия и полностью раскрыть свой потенциал, если будем работать вместе. Пожалуйста, знай, как сильно я забочусь о тебе, и я надеюсь, что ты чувствуешь то же самое к себе. Кроме того, я хочу, чтобы ты знал, насколько глубоки мои чувства к тебе. Независимо от обстоятельств, я всегда буду любить тебя и уверяю тебя, что всегда смогу быть рядом с тобой, какие бы проблемы мы ни столкнулись вместе. Перед лицом неизбежных проблем, которые приносит жизнь, мы должны сохранять решимость. Дорогая моя, ты должна находить утешение в том, что тебя любят. Потому что мы выйдем из этого сильнее, чем раньше, и наши узы сильнее, чем раньше, поэтому я прошу Тебя, Господи, направить меня и помочь мне. Давайте исследуем глубокую сущность христианского Бога, божественное присутствие которого пронизывает все аспекты нашей жизни безграничной любовью и благодатью. В сложной ткани существования Бог предстает единственной всемогущей силой, ведущей нас по лабиринту жизни. Размышляя о пройденном пути, мы не можем не удивляться сложной паутине божественного провидения, вплетенной в ткань нашего существования.
В моменты триумфа и трудностей постоянное присутствие Бога служит маяком надежды, с непоколебимой ясностью освещая предстоящий путь. Во времена неопределенности мы находим утешение в утешительных объятиях Божьей любви. Его божественная мудрость превосходит человеческое понимание и дает нам руководство и уверенность перед лицом многих жизненных проблем. Через молитву и преданность мы создаем священную связь с Божественным, черпая силу из Его бесконечного резервуара благодати. Божья любовь не знает границ, это безграничный океан сострадания, переполняющий нас бесконечным милосердием и прощением. В своей милости Он предлагает нам спасение и обновление и приглашает нас прийти такими, какие мы есть, и найти прибежище в Его лоне. Когда мы сталкиваемся с жизненными трудностями, мы призваны доверять Божьему плану. Хотя путь может быть полон препятствий и неопределенностей, мы идем вперед с непоколебимой верой, зная, что Он идет с нами на каждом этапе пути. В моменты сомнений и отчаяния присутствие Бога служит сильным якорем, удерживающим нас в Его непоколебимой любви. Благодаря Его божественному водительству мы находим в себе смелость упорствовать, зная, что Его сила совершенствуется в нашей слабости. Божья любовь – это преобразующая сила, которая формирует и превращает нас в сосуды Его благодати. Благодаря Его безграничному состраданию мы наделены силой преодолевать невзгоды и с радостью и благодарностью принять всю полноту жизненного пути. В великом гобелении творения каждому из нас принадлежит уникальная роль в божественном плане Бога. С сердцами, открытыми для Его руководства, мы принимаем нашу цель со смирением и благодарностью, зная, что Его любовь поддерживает нас во всех испытаниях и победах. Продолжая наше путешествие вперед, давайте твердо придерживаться нашей веры в Бога, который всегда присутствует, всегда любит и всегда верен. Пусть Его свет ярко сияет внутри нас, освещая предстоящий путь надеждой и благодатью. И пусть мы также будем маяками Его любви, ярко сияющими в мире, который нуждается в Его божественном свете. Аминь. Пока я прохожу сложный процесс поиска вариантов, чтобы сделать лучший выбор, пожалуйста, вы, сильный и могущественный мужчина или женщина, дайте мне всю мудрость и информацию, которые у вас есть, чтобы я мог прожить свою жизнь в соответствии с вашими святыми планами. Это повысит вероятность того, что я смогу придерживаться той стратегии, которую вы для меня установили. Я молюсь, чтобы, пока я готовлюсь к этому путешествию, вы дали мне мудрость, которая будет направлять меня, и уверенность, которая приходит от осознания того, что я приближаюсь к исполнению вашей воли для своей жизни. Пожалуйста, сделай это для меня, это будет очень признательно. Я прошу вас услышать мою просьбу и услышать мою просьбу увидеть лучше тот путь, который вы мне показали. Я прошу тебя пролить на меня свой свет и осветить мой путь. Вы имеете мою благодарность. Когда я заканчиваю свою молитву, я смиренно призываю имя Иисуса, Сына Божьего и нашего Спасителя. Как деятельное и святое имя, позвольте мне объясниться и задать вам вопрос. Все, что совершено во имя ваше, высоко ценится. Проявите уважение в нужный момент. Я хочу попросить тебя довериться мне. Я знаю, что ты, вероятно, сейчас переживаешь ужасные времена, но я думал обо всем уже целую вечность. Я понимаю, что вы, возможно, переживаете трудные времена, но я подумал об этом и составил план, как помочь вам.
Возможно, вы сейчас переживаете трудные времена, и мне жаль это слышать. Поделитесь этим видео, чтобы помочь распространить информацию. Ничто не происходит случайно, и я усердно работаю за кулисами, чтобы вы были довольны результатом. Пожалуйста, поймите, что все происходит по какой-то причине, и что я всегда работаю за кулисами, чтобы обеспечить вам наилучший результат. Даже если сейчас за деревьями трудно разглядеть лес, будьте уверены, за каждым мероприятием стоит цель, и я всегда оперативно решаю любые проблемы, чтобы конечный продукт максимально соответствовал вашим спецификациям. Возможный. Обычно я стараюсь изо всех сил, поэтому большую часть времени вам следует сохранять оптимизм и верить, что я всегда буду защищать ваши интересы. Похоже, ваша ситуация с подарками или ситуация могут немного измениться в ближайшем будущем. Нечто подобное может произойти в ближайшее время, а может быть даже раньше, чем позже, в зависимости от специфики. Эта корректировка может улучшить или ухудшить состояние. Возможно, вам придется скорректировать или изменить некоторые аспекты вашего образа жизни, чтобы отразить, как он изменился в результате этой трансформации. Поскольку это изменение может затронуть очень много разных сфер вашей жизни, адаптация вашей жизни к новой ситуации возможна независимо от того, где вы находитесь, и важно сохранять непредвзятость, несмотря ни на что. Я молюсь, чтобы вы могли полностью принять и насладиться красотой сегодняшнего дня. Я прошу вас от всей души довериться мне. Ваша вера в меня очень драгоценна. Возможность угадывать для меня большое утешение. Я ценю ваше понимание и буду ждать вас. Я могу положиться на вас, и мне нравится наше взаимопонимание. На самом деле, мне бы хотелось, чтобы вы могли в полной мере оценить красоту, которую приносит этот новый день. А Господь, Твоя совершенная воля дает мне чудесный дар жить каждый день в полной мере. Поэтому я считаю, что следование Ему по-прежнему дает наилучшие результаты. Без сомнения, это самый продуманный подарок, который любой из нас может сделать другому человеку. Я всегда могу быть благодарен за все, что Ты для меня сделал, потому что Ты причина, по которой я здесь, без Тебя меня бы здесь не было. Ваша безграничная щедрость и сила – основа, на которой покоится этот огромный и непредсказуемый космос, и без них он потерпит крах. Без Тебя я бы совсем потерялся и не смог бы ничего добиться. Мысли о предстоящем дне лишили меня дара речи. Я знаю, что все это происходит благодаря вашей доброй воле в будущем. Теперь, когда я лучше понимаю ситуацию, я чувствую себя более подготовленным и способным противостоять любым будущим вызовам. Думаю, с этого момента я смогу лучше справляться с вещами, какими бы трудными они ни были. Я не буду унывать и не позволю своему энтузиазму по поводу этого риска ослабеть. С вашей помощью и советами со мной больше никогда не случится ничего плохого. Я могу достичь своих целей и позаботиться обо всех своих текущих обязательствах. Я искренне благодарю вас за всю помощь, которую вы мне оказали. Молитва, какой бы простой она ни казалась, может оказать такое глубокое и ободряющее влияние на мою жизнь. Важная часть моего образа жизни – молитва. Молитва может успокоить людей и соединить их с чем-то большим, чем они сами. Это верно независимо от того, ищете ли вы помощи, пытаетесь выразить благодарность или ищете совета.
Постарайтесь верить во что-то с целью сделать других людей счастливыми. И если вам трудно верить во что-то только ради собственного удовольствия, то то, что вы делаете, раскрывает ваши скрытые желания. Есть хороший шанс, что это сбудется, если вы будете следовать этому подходу. Таким образом, в результате этого вы можете получить мощное сочетание укоренения и удовлетворения. Помните, учитывая состояние мирового сообщества, сейчас, вероятно, все слабы. Это важная информация, которую следует запомнить. Это важно помнить, если это действительно описывает текущий политический климат. Многие примеры показывают, что можно пересечь горы, если верить. Эта молитва действительно сильна и важна. Соединяясь с Богом через молитву, мы можем прикоснуться к Его безграничной силе. Поскольку Бог настолько могуществен, мы, люди, можем только понять, кем Он является. С помощью этой силы Бог может исполнить свою волю. Я прошу Бога начать диалог с Богом. В конце своей молитвы я смиренно прошу Тебя поверить в меня и принять меня как настоящую. Поскольку я искренне верю, что достоин того и другого, следите за мной. Давайте углубимся в суть христианского Бога, божественного существа, всемогущества и мудрость которого превосходит человеческое понимание. В основе христианской веры лежит вера в единого, всезнающего и вселюбящего Бога, который правит вселенной с доброжелательностью и благодатью. Бог, всемогущий Творец, не связан человеческими ограничениями и ограничениями. Его мудрость безгранична, а Его планы находятся за пределами нашего понимания. Мы, Его творение, призваны доверять Его божественному провидению, зная, что Он ведет нас с неизменной любовью и состраданием. Через молитву мы устанавливаем священную связь с Богом, канал, через который мы можем искать Его руководство, выражать благодарность и находить утешение в трудные времена. Молитва – это не просто произнесение слов, это глубокий акт веры и смирения, признающий нашу зависимость от Божьей милости и благодати. Божья сила поддерживает нас в трудные времена. Он – наша поддержка во времена неопределенности, наше убежище среди бурь. Через молитву мы прикасаемся к Его безграничной силе, обретаем смелость и выносливость для преодоления жизненных трудностей. Божье присутствие не ограничивается небом, оно пронизывает все аспекты нашей жизни. Его любовь не знает границ, Он старается обнять нас в минуты радости и печали. Во времена радости мы восхваляем Бога, с благодарностью и смирением принимаем Его благословение. Во времена скорби мы находим утешение в Его любящих объятиях, зная, что Он идет рядом с нами, давая нам утешение и надежду. Когда мы сталкиваемся с жизненными трудностями, мы призваны доверять Божьему плану. Хотя путь может быть полон препятствий и неопределенностей, мы идем вперед с непоколебимой верой, зная, что рука Божья ведет нас к конечному пункту назначения. Божья любовь превосходит человеческое понимание. Это любовь, которая не знает границ, любовь, которая охватывает нас в нашей разбитости и возвышает нас неизменной благодатью. В своем бесконечном милосердии Бог предлагает нам спасение и прощение и приглашает нас прийти такими, какие мы есть, и обрести покой в Его объятиях. В великом гобелене творения мы всего лишь маленькие нити, вплетенные в ткань Божьего плана. Каждый из нас играет уникальную роль в разворачивающейся истории, и именно через молитву и веру мы находим смысл и цель в своей жизни.
Продолжая наш путь веры, давайте твердо придерживаться нашей веры в Бога, который всегда присутствует, всегда любит и всегда верен. Пусть мы найдем силу в Его обещаниях, утешение в Его присутствии и мир в Его вечных объятиях. Аминь. Я всегда был рядом с вами, предлагая непоколебимую поддержку и преданность. Какими бы сильными ни были бури, я никогда не покидал тебя. Продолжайте верить в меня, даже когда приближается ужасная погода. В ходе наших обсуждений я рассказал все, что вам нужно знать, чтобы выполнять свои обязанности и достигать своих целей. Я надеюсь, что это было полезно, и я уверен, что вам это понравится. Я обещаю вам и вашим близким, что буду защищать и поддерживать вас, несмотря ни на что. Я пообещал себе, что позабочусь об этом, как только увижу тебя. Что бы ни случилось, я сдержу это обещание. Вы можете рассчитывать на то, что я буду рядом, если вам понадобится плечо, в которое можно поплакать, или если вы переживаете трудные времена. Вы можете рассчитывать на то, что я буду вашей стеной. Я буду готов протянуть руку помощи и быть рядом, когда вам понадобится с кем-то поговорить, выслушать или помочь. Как бы тяжело вам сейчас не было, вы всегда можете обратиться за помощью, если она вам понадобится. Вы сохраняете то же количество внутренней силы и решимости, что и всегда. Я призываю вас помнить, что вы способны на действие, и что бы ни случилось, я всегда буду рядом, чтобы поддержать вас, готов помочь и вдохновить вас, когда вам это понадобится. Я полностью готов поддержать вас во всех ваших начинаниях и готов выслушать ваши опасения, чтобы вы могли принять обоснованное решение. Обещаю, что не подведу и не оставлю в трудную минуту. Это должно заставить его почувствовать себя обязанным поверить мне и принять меня как настоящего меня. Благодаря прочному фундаменту, построенному нашими отношениями, мы можем преодолевать жизненные бури с решимостью и настойчивостью. Независимо от того, с какими проблемами вы столкнетесь, живя полной жизнью, знайте, что я всегда здесь, чтобы поддержать вас. Я готов поговорить с вами не только для того, чтобы дать вам разрешение, но и для того, чтобы стать исполнением всех ваших долго подавляемых молитв. Ты уже знаешь, что я буду рядом, когда ты будешь нуждаться во мне больше всего, и окажу тебе поддержку, необходимую для дальнейшего движения. Вы можете рассчитывать на мою непоколебимую поддержку, с какими бы трудностями вы ни столкнулись. Я всегда здесь, чтобы помочь и проконсультировать. Вместе мы сможем разработать стратегию, которая поможет вам преодолеть любые препятствия, которые могут встретиться на вашем пути. Тебе должно помочь почувствовать себя лучше, зная, что ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку и никогда не останешься один. Дорогой Небесный Отец, который управляет Вселенной и постоянно наблюдает за нами, какой ты красивый и щедрый. Ваше величие и великолепие заставляют нас преклонить колени. Я начинаю новый период своей жизни с большим нетерпением. Я начну новую главу в своей истории. Многие испытания, которые мне пришлось пережить за последние несколько лет, сделали меня сильнее. Эти проблемы и препятствия были многочисленными и разнообразными. Я очень благодарен за все, чего я достиг и чему научился. Я быстро начну новую главу, как только она закончится и начнет появляться совершенно новое. Не могу дождаться, чтобы начать снова. Я уверен, что преодолею все испытания,
которые ждут меня в ближайшие годы, даже если они будут более серьезными. Давайте воспользуемся возможностью, чтобы начать все сначала и увидеть впереди множество возможностей. Отправляясь в следующее путешествие, я умоляю вас, всемогущие существа, управлять кораблем и вести меня через новые испытания. Пожалуйста, не забывайте об этом. Это мое искреннее желание. Спасибо, что нашли время ответить на мою просьбу. Я верю в вашу богатую мудрость и божественное вмешательство, которые направят меня и помогут мне преодолеть мои трудности. Я ценю, что вы нашли время выслушать меня и ответить на мою просьбу. Свет Твой, пожалуйста, осветит мой путь, и я пойду терпеливо, зная, что Ты будешь со мной всю дорогу. Пожалуйста, удовлетворите мою просьбу, такое пожелание и молитва мне пригодятся. Умоляю Тебя, Господи, наставь меня на путь Твоей безграничной доброты и любви. Если вы действительно верите в мой эксперимент, я прошу вас попробовать его со всем смирением мира. Я прошу вас помочь мне гарантировать, что я больше не буду непреднамеренно игнорировать или нарушать основные правила, которые жизненно важны для поддержания последовательного и надежного общения. Буду очень признателен за вашу помощь в запоминании и освоении основ. Другими словами, я хочу убедиться, что вы не пропустите ни одной важной детали. Вот почему я спрашиваю об этом, потому что они для меня проблематичны. Было бы здорово, если бы вы уберегли меня от подобных действий. Моя глубокая благодарность, прошу вас признать это. Мое глубочайшее желание – находиться в постоянном общении с восполняющими и поддерживающими водами, исходящими из вашего божественного присутствия. Однако я прекрасно осознаю, что для этого мне придется посвятить себя многим дисциплинам. Это то, чего я действительно хочу, и я знаю, что должен посвятить свою жизнь достижению этого. Это тот тип счастья, которого желает мое сердце, но я знаю, что мне нужно потратить время и усилия, чтобы выполнить необходимые процедуры. Моя способность постоянно утолять жажду родниковой водой жизненно важна для меня, и это событие может принести огромную радость моему сердцу. Поэтому мне очень нужна ваша помощь, чтобы каждый день быть внимательным и добросовестным в своем духовном росте и питании. Я делаю это, чтобы держать вас в своих мыслях и чувствах от всего сердца. Я хочу выразить свою благодарность за любовь, которую вы проявляли ко мне на протяжении всей моей жизни. Твоя любовь светлая. Из этих испытаний вы выйдете сильнее, мудрее и ближе к Господу, чем когда-либо прежде. Мои возлюбленные, не бойтесь этого предупреждения, а примите его с открытым сердцем и разумом. Господь избрал вас для особой цели, и Он поведет вас до конца. Доверьтесь Его плану, потому что Он знает, что лучше для вас. Прежде всего, имейте веру, потому что Господь никогда не оставит вас. Пусть Его благодать и любовь проведут вас через это путешествие, и пусть в конце вы одержите победу. Аминь. В жизни мы часто получаем предупреждения о потенциальных опасностях или угрозах. Нам говорят быть осторожными, следить за своим шагом и быть готовыми к любым неожиданным событиям. Большую часть времени мы игнорируем эти предупреждения и продолжаем свою повседневную жизнь. Что, если я скажу вам, что есть предупреждения, которые вы не можете игнорировать? Предупреждение высших сил, которое может коснуться вашей семьи. Да, вы правильно прочитали.
Бог решил коснуться вашей семьи, а вы, возможно, не готовы к этому. Итак, откройте свои сердца и читайте дальше. Верьте в себя, чтобы утвердиться. В современном быстром темпе мы часто погружаемся в суету повседневной жизни. Мы настолько поглощены работой, отношениями и личными целями, что забываем одну вещь, которая действительно имеет значение – нашу семью. Наша семья – это наша система поддержки, наше убежище и наш источник любви и счастья. Но в разгар нашей напряженной жизни мы часто воспринимаем семью как нечто само собой разумеющееся. Мы предполагаем, что они всегда будут рядом с нами, несмотря ни на что. Что, если у Бога другой план для вашей семьи? Предупреждение, о котором я говорю, не является простым совпадением или случайным явлением. Это тревожный звонок от Бога, высшей силы, которая решила вмешаться в вашу семью. К этому предупреждению не следует относиться легкомысленно, поскольку оно может изменить ход вашей жизни и жизни ваших близких. Это призыв к действию, напоминание о том, что нужно беречь и лелеять свою семью, пока вы еще можете. Но что именно Бог делает в вашей семье? Это может означать многое: внезапную болезнь, трагический несчастный случай, финансовые проблемы или даже разрыв отношений. Это все возможности, которые могут разрушить семью и оставить ее разрушенной. И самое худшее то, что мы не можем контролировать эти вещи. Они могут случиться с кем угодно и когда угодно. Итак, что мы можем сделать, чтобы подготовиться к этому предупреждению от Бога? Ответ прост. Нам нужно начать ценить и ставить семью на первое место. Нам нужно уделять им время, проявлять к ним любовь и уважение и быть рядом с ними в трудную минуту. Нам необходимо восстановить разрушенные отношения, простить прошлые ошибки и отпустить обиды. Нам необходимо укрепить связь в нашей семье и создать систему поддержки, которая сможет выдержать любую бурю. Также важно помнить, что Бог не предупреждает нас, чтобы напугать или наказать нас. Он делает это из любви и заботы о нас. Он хочет, чтобы мы осознали важность нашей семьи и ценили ее, пока еще можем. Он хочет, чтобы мы были готовы к любым испытаниям, которые могут встретиться на нашем пути, и преодолели их при поддержке наших близких. В заключение, предупреждение Бога о вмешательстве в вашу семью не следует игнорировать или воспринимать легкомысленно. Это призыв к действию, напоминание о том, что нужно расставлять приоритеты и ценить свою семью превыше всего. Так что откройте глаза и сердце этому предупреждению и примите необходимые меры, чтобы укрепить и защитить свою семью. Помните, что с любовью и поддержкой вашей семьи вы сможете преодолеть любые трудности, встающие на вашем пути. Пусть лицо Господне сияет над вами. Бог говорит вам сегодня: «Я знаю, что в последнее время вы задаетесь вопросом, действительно ли вы сильны и достаточно хороши, чтобы сделать то, что я положил на ваше сердце». Это послание призвано напомнить вам, что вы можете сделать все через Христа. Не смей сдаваться и не позволяй страху отговорить тебя от мечты. Помните, я с вами, и у вас все получится. Ты можешь это сделать. Сегодня я хочу напомнить вам о силе веры. Вера – это основа наших отношений, мост, соединяющий ваше сердце и разум. Это уверенность в том, что ожидается, и уверенность в том, чего не видно.
В моменты неуверенности решайся довериться мне. Верьте моим обещаниям и твердо стойте в истинности моих слов. Со мной все возможно. Все происходит не случайно. Эта причина вызывает изменения. Иногда больно, иногда тяжело, но в конце концов все к лучшему. Никогда не переставайте доверять Богу и верить в Его план. Дорогой Бог, подготовь меня к предстоящей неделе. Забери мои заботы и мои сожаления. Наполни мою душу и обнови мою надежду. Пожалуйста, идите впереди меня, расчистите путь и защитите меня. Привлекайте в свою жизнь нужных людей и убирайте с дороги неправильных. Направь меня своей любовью и подари мне свою радость. Во имя Иисуса, аминь. Бог говорит вам сегодня: вы проходите через многое, но я все еще с вами. Даже если вы чувствуете, что не можете сделать еще один шаг, я здесь, чтобы помочь вам сделать еще один. Не сдавайся. Я работаю от вашего имени. Ты на правильном пути. Вам будет хорошо. Ты был здесь раньше, но ты выжил. Я проложу тебе путь. Я веду вас к любви, силе и миру. Я знаю, что ты физически и эмоционально истощен, но тебе нужно продолжать идти. Я буду сопровождать тебя до конца. Ты можешь это сделать. Все будет хорошо для вас и вашей семьи. Просто встань и позволь мне сражаться в этой битве. Любимое дитя, сегодня я хочу напомнить тебе о силе новых начинаний. В каждый момент я предлагаю вам дар нового начала, возможность оставить прошлое позади и шагнуть в будущее, полное надежд и возможностей. Примите красоту новых начинаний, ибо они являются отражением моей благодати и милости. Независимо от того, где вы были и что делали, я протягиваю руку, чтобы поднять вас и повести вперед. Я могу это утверждать. Береги себя. Напишите «да», если готовы, и поделитесь этим видео с 5 людьми, которые доверяют Богу. Спасибо, что посмотрели это мощное послание. В заключение я хочу призвать вас принять эти слова близко к сердцу и применить их в своей жизни. Помните, что Божьи предупреждения – это призыв к действию, призывающий нас расставить приоритеты и обеспечить свои семьи. Давайте не будем ждать, пока станет слишком поздно, чтобы выразить нашу любовь и уважение. Если вам понравилось это сообщение, я приглашаю вас подписаться на наш канал, чтобы получать больше такого вдохновляющего контента. Подписавшись, вы останетесь на связи с нашим сообществом и продолжите получать ободряющие сообщения, которые помогут вам в вашем путешествии. И не забудьте поделиться этим видео со своими друзьями и семьей. Вместе мы можем донести послание любви, веры и надежды всем, кто в этом нуждается. Прежде чем мы разойдемся, давайте на минутку еще раз подтвердим нашу веру в Бога и Его план для нашей жизни. Скажите «да» в комментариях ниже, если вы готовы начать новые начинания и довериться Его руководству. Еще раз спасибо за просмотр. Пусть Бог обильно благословит вас, и пусть вы обретете силу и мир в Его присутствии. До следующего раза. Берегите себя и будьте счастливы.